Еврорадио.FM. Талаковы эфир. Зменім Беларусь разам. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Я Павел Свярдлоў, а эфір гэты незвычайны, а талаковы сумесны праект Еўрарадыё і краўдфандынгавай пляцоўкі talaka.org. Наша гостя сёння Дар'я Царык. Дар'я, прывітанне. Всем привет. Як мы дамовіліся, без рэгалій. Да. А Дар'я знакамітая на ўсю... Нет, тут пачаліся рэгаліі ўжо, да. Ацэначная, да. Карацей, сфера інтарэсаў Дар'і — гэта дапамога тым людзям, якія, ну як бы гэта так сказаць, самі сабе дапамагчы не могуць у звязку з тымі дыягназамі, якія ім, на жаль, дасталіся. І частка гэтай дапамогі збіраецца праз краўдфандынгавыя кампаніі. Мы акрэслілі тэму нашай размовы так, ці спачуваюць беларусы чужым дыягназам, але перад тым, як мы паразмаўляем пра гэта, Дар'я, я хацеў бы пацікавіцца ў цябе. Які досвед супрацоўніцтва з талакой, колькі было кампаній, ну, наколькі яны былі паспяховыя? Ну, это еще началось года 2 назад, когда, я помню, мы собирали там деньги в рамках партнерства с именами. Это на дело 9-го отделения, было на проект в психоневрологическом доме-интернате. Давай крыху тлумачыць. Імёны — это такі вялікі беларускі сайт, які платформа прызначаны для дапамогі людзям, у якіх ёсць абсалютна розныя праблемы сацыяльнага характара. Которые собирают деньги на функционирование различных организаций, проектов и так далее. Вот. И тогда по ряду причин первые проекты собирали деньги на Талаке. И вот один из первых, который мы регистрировали, с Дарьей Яскевич, кстати, тогда она работала психологиней в психоневрологическом доме-интернате для взрослых Новогодского. И тогда я, возможно, могу путать порядок сумм. Вот, там было что-то, надо было около 8 тысяч белорусских рублей, и, в принципе, эту сумму собрали там, не знаю, за неделю, наверное. Вот. Насколько это чисто, ну, насколько это чисто там в отношении там, к Талаке или к именам, ну, вот такой был симбиоз. Вот, и так как... То есть для нас это было супер успешно. Ну, не для нас, я имею в виду для команды «Девятки», для людей, которые были... Что значит команда «Девятки»? «Девятка», это мы так назвали проект, дело 9-го отделения. Это самое было сложное отделение в психоневрологическом доме-интернате, где проживали люди с крайне тяжелыми психоневрологическими диагнозами, в том числе и Альцгеймер, и там были определенного рода проблемы, и Дарья Яскевич их пыталась таким образом решить. Вот. И на год работы насобирали тогда именно это Талака. И... То бок беларусы праявілі сябе як, ну, больш-менш чулыя, отозваліся на... Однозначно, да. Я просто тогда была поражена, что даже суммы платежей единоразовых, это были достаточно большие суммы. То есть, в принципе, небольшое количество людей, но они быстро закрыли вот этот сбор. Были и дальше, то есть так как часто в пациентскую организацию «Геном» приходят запросы на помощь в организации компаний по сбору на что-либо, например, на дорогостоящее оборудование реабилитационное, там, допустим, на электрические коляски или какие-то корсеты, то, конечно, ну, фандрейзинг на таких площадках — это один из основных вообще инструментов в Беларуси для белорусов, потому что для физического лица таких инструментов очень мало. Вот. Которыми бы он или она могли использовать самостоятельно. Да. Разнести по банках. Ну да, вот эти моменты. То есть можно через там, МТС есть. То есть реквизитов обычно мы видим большое количество, но если вот мы предметно говорим о
площадках, то в Беларуси это толока. И, ну, я не знаю, я с ульем не сталкивалась, но я слышала, что кто-то там через него собирают. Обычно, то есть это та часть работы, которую мало кто вообще, наверное, знает, обычно собирают на иностранных площадках, то есть это GoFundMe, Giveaway, Generosity, Indiegogo, etc., и так далее, и так далее, и так далее. Так. Вось я знайшоў на талаце гэтую старонку, якая называецца фонд Геном. Я не ведаю, ці ведаеш ты, што зараз там адбываецца. Я бачу, што няма зараз збору сродкаў, я так разумею. А не, ёсць збор сродкаў. Ці няма? Не разумею, не магу тут ні на што нажаць, але гэта, магчыма, звязана з тым, што зараз талака пераязджае з адной плацежнай сістэмы на іншую. Дарэчы, тым, хто слухае нашы эфіры, трэба гэта ўлічыць, што магчымыя вось такія тэхнічныя перабоі. Ёсць збор сродкаў і ёсць тут шмат справаздач пра тое, што ўжо атрымалася зрабіць, я так разумею. Гэтая кампания працягваецца. Все эти Геном. Нет. Нет, это мы пытались сделать как-то объединить тематически, да, то есть там вот все геномовские сборы, это сборы на пациентской организации, ну, именно под те нужды больных детей и взрослых, вот, оно так тематически легло. Там было 2 сбора, это на Влада Быкова, на электрическую коляску, если я не ошибаюсь, у меня перед собой компьютера нет. Там гэта ты маеш на увазе на апошнім Талаке, часам да. На талаце. Да, и на Елену Виндисюк, и тоже так само на электрическую. Еще была Марина Лобачевская. То есть... Ее вы забирали на скутер, я так понимаю. Да, на скутер, да. То есть ей неудобно было там электрическая коляска, и вот под ее какие-то нужды и запросы это была скутер. Скутер, так. Вот, и все это успешные кейсы. То есть, опять же, да, я хочу сделать акцент на том, что это был один из инструментов, то есть мы использовали все возможные. И, ну, Талака себя показала как 2-3 по продуктивности, потому что первый это все-таки МТСовский номер. Можно говорить не Талака, а ну, шире краудфандинг праз интернет. Да, просто в вашем конечно, выпадку это была Талака, да, однозначно, потому что, в принципе, и выбор-то у Беларуси не такі уже и великий. Да, ну да, кстати. Ну, вось я бачу, што на скутер для Марыны было сабрана, ну, тут хвіліначка лічбаў, да, 2385 рублёў, на вазок для Лены ўсяго 620 рублёў з 12 тысяч, дарэчы, вось, а на электракаляску для Ўлада больше 1925, ну, амаль третина, в принципе. Смотрите, там порядок действий был такой, что как только мы понимали, что с учетом этих денег, да, уже все, типа too much, то мы связывались с координатор, да, там, и говорили, что остановите, пожалуйста, сбор, ну, чтобы там не было лишних денег. Сэнс у тым, что просто сбор спыняўся штучно ў гэты момент. И... Когда мы понимали, что все в совокупности, все деньги собраны, и можно уже там делать заказ или как-то, вот. В этой системе мне очень нравится, что это есть разделенная ответственность с людьми, которые собирают, то есть люди непосредственно сами вовлечены, то есть те, кому нужно что-то, да, в этот процесс, они сами все контролируют, то есть однозначно процесс верификации есть, то есть мы как пациентская организация Геном, мы определяем, что вот, да, вот мы видим, что есть документы, есть такая-то потребность, в каких-то кейсах, не только там связанные с Талакой, например, мы рассматривали, подбирали что-то необходимое, что вот лучше вот этот корсет здесь, а не там. И... Ты маешь на увазе, что все ваши дзеянні, яны празрыстыя, як бы, да? Да, и мне нравится... Тых людей, якія им ахвяруюць. Вот, да, и мне вот именно нравится сама логика прямой адресной помощи,
когда нету некой вот агрегации где-то. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо или там хорошо, да, но это дает, это Да. больше... Ты так дыпламатычна кажаш, мне падабаецца. Дзякуй. Мне кажется, что такой подход, он делает более систему открытой для людей, которым нужна помощь. Потому что любая организация с ее, если это какая-то закрытая платформа, закрытая площадка, то она уже не дает возможности для какого-то входа тому, кому надо, по каким-то, ну, возможно, неформальным причинам. Вот почему я всегда там с огромным каким-то, не знаю, пиететом всегда говорю про GoFundMe, потому что она не зря называется вообще площадка номер 1 для сбора в мире, потому что там очень формальный вход, но для каждого, то есть каждый абсолютно человек с любой абсолютно вообще, то есть неважно, не хватает мне денег на билет или не хватает мне денег на лечение там от онкологии, да, то есть вообще абсолютно любой, ну, какой-то вот у тебя есть потребность, и суть в том, что откликнутся ли на это люди, да. То есть это уже не то, что мы можем как-то формировать, как-то на что-то контролировать, влиять и так далее. Это очень круто. Ну и в этом отношении, конечно, ну, Толока достаточно близка, вот именно по своей форме открытости. То есть мне нравятся системы, где я не сталкиваюсь там с какой-то проблемой вот доступа к ней, да, к ее ресурсам, потому что понятно, что каждая площадка краудфандинговая — это такая монополизация, аккумулирование ресурсов. Слухай, але вось, ну я разумею, што такіх прыкладаў яшчэ не было, але давай уявім сабе, што беларусы не адгукнуліся. Вот збор сродкаў не задаўся. Я думаю, што гэта будзе для чалавека, ну вось мару якога вы спрабуеце рэалізаваць вялікім ударам. І тут ёсць, ну мне здаецца, вялікая небяспека ўвогуле, ну увагнаць яго ў яшчэ большую дэпрэсію, чым ён был дагэтуль. Я сталкивалась с такими кейсами, и я сталкивалась с тем, что когда ты все равно начинаешь менеджерить этот кейс, то все получается. То есть я уверена, что каждый кейс можно закрыть. Это просто зависит от того, какая тактика, какой план, какая стратегия и сколько людей вовлечены в процесс и организацию. То есть однозначно, ну, я абсолютно соглашусь с тобой, что даже вялотекущий сбор, он влияет на самоощущение человека. Я не буду называть имена и фамилии, но действительно люди, у них была такая ситуационная депрессия, что меня не поддерживают, или что это потому, что я взрослая, никому не нужна. Ну, вот в этом плане, да, такие моменты есть. И, конечно, это тоже фактор, кто и на что собирает, то, как откликаются, да. И вот здесь уже должен подключаться какая-то экспертиза, какой-то ресурс вот помощнический, да, который вот как-то это все переорганизует и так далее. Человек не застался сам насам, да, своей у нас сейчас вот в интернете... Дар'я, да, пабач, пераб'ю цябе, таму што нам час зараз сысці з эфіра на некалькі хвілінаў, на кароткую музычную паузу і выпуск навінаў пра тое, ці спачуваюць беларусы чужым дыягназам, як праходзяць краўдфандынгавыя кампаніі, мэта якіх рэалізаваць мары, як зараз кажуць, людзей з інваліднасцю, самая карэктная Людзі з інваліднасцю, да. Людзей з цяжкімі дыягназамі. Мы пра гэта пагаворым з Дар'яй Царык праз некалькі хвілінаў. Заставайцеся на Еўрарадыё. Сентябрьский стай, мы все по местам расставим, грея
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг абвінаваціў Расію ў разгортванні ля межаў Еўропы ракет, якія здольныя несці ядзерныя боегалоўкі, паведамляе Reuters. Столтенберг заявіў, што Масква ставіць пад пагрозу дамову аб кантролі над узбраеннямі, якая дапамагла пакласці канец халоднай вайне. Кіраўнік Паўночна-Атлантычнага альянсу заклікаў расійскі ўрад забяспечыць поўнае і празрыстае выкананне дамовы. Нагадаю, што раней у гэтым месяцы прэзідэнт ЗША Дональд Трамп завясціў, што ЗША сыходзіць з гэтай дамовы, бо Расія ўсё роўна яе не выконвае. Расійскія ўлады назвалі шантажом рашэння ЗША і пагразілі захадамі ваенна-тэхнічнага характару. Нацбанк звярнуўся да камерцыйных банкаў Беларусі з прапановай прафінансаваць святкаванне купалля на радзіме Лукашэнкі. На роздум банкам далі месяц. Адказ павінен быў дадзены да 1 снежня 2018 года. Памочнік дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Уэс Мітчел з 30 кастрычніка наведвае Мінск, Вільню і Гаагу да 2 лістапада. Пра гэта паведамляе прэс-служба дзярждэпартаменту. У Мінску прадстаўнік ЗША правядзе сустрэчы з беларускімі чыноўнікамі найвышэйшага рангу. У нашай краіне на аднаго жыхара прыпадае каля гектару лесу і 189 кубаметраў драўнянага запасу. Гэта адзін з самых высокіх паказнікаў у Еўропе. Лясістасць у Беларусі блізкая да 40%, а гэта блізкая да аптымальнай лясістасць. Паведаміў сёння першы намеснік міністра лясной гаспадаркі Александр Кулік. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта талаковы эфір, сумесны праект нашай станцыі з краудфандынгавай платформай talaka.org. Мы размаўляем пра тое, ці спачуваюць беларусы чужым дыягназам і пра тое, ці лёгка праводзіць краудфандынгавыя, ці лёгка праходзіць краудфандынгавыя кампаніі, накіраваныя на збор сродкаў для людзей з інваліднасцю. Дар'я Царык у нашай студыі. Яшчэ раз прывітанне, Дар'я. На чым мы спыніліся, калі шчыра, я не памятаю, але памятаю, што апошнім падчас перапынку мне ў галаву прыйшло пытанне пра будучыню. Зараз атрымліваецца на талаце, прынамсі, адкрытых кампаній, по техническим, да. Нема, а што ёсць і што будзе, да? Калі можна будзе падтрымаць каго-небудзь з тых, каму дапамагаюць пацыенцкія арганізацыі. Окей, на самом деле в условиях, когда государство совершенно не гарантирует доступ к адекватному и качественному оборудованию, вот я сейчас, или там необходимым каким-то аппаратом, как неинвазивной вентиляции легких, важно. Сразу пригадал этот приклад. Да. Вот, да, поэтому единовременно сборов идет очень много. Просто каналы совершенно разные. Где-то мы просим конкретно у собственников бизнеса, как юрлиц, где-то как физлиц, где-то там одни каналы кто-то использует. Ну, то есть сейчас из того, что вот там, не знаю, это собираем Маргарите Шнип. Кстати, вот Саша Авдевич поддержал с его проектом «Две полоски» с кроссовками, с кедами, да. Дарэчы, вот. Можна распавесці пра яго. Я разумею, дарэчы, зараз мы спрабавалі даведацца, як у іх справы, і яны сутыкнуліся з вялікай колькасцю, наколькі я разумею, юридичных складанасцяў. Ну, это логично, но это преодолимо, то есть это такой процесс-мейкинг. И калі ведаеш, що распавядзі пра дзве палоскі. Да. Две полоски, да. И вот часть денег от продажи кедов. Они пойдут на колеса специальные, для коляски специальные, для художницы Маргариты Шнип, у которой спинальная амиотрофия второго типа. И это дорогая вещь, это 5000 евро, конечно, у семьи таких денег нету. Вот. Или, например, у нас есть семья, которой необходим аппарат неинвазивной вентиляции легких, и тоже сейчас вот сбор будет.
ну, отчасти идет, живет девушка 19 лет, которой нужна электрическая коляска, тоже сбор идет, или там есть, их много. Гэтыя зборы ідуць не на ТЛЦ. Нет, эти, ну, Пакуль не на ТЛЦ. да, то есть на самом деле у нас был хороший опыт, и мы там с удовольствием продолжим, но просто пока такой возможности нет, да. Я знаю, ну, я не могу сказать, что прям вот мы этим занимаемся, я могу сказать, что много кто уже встречался и донатил в Фейсбуке компания Марии Звонько для Веры. Она собирает на спинразу, на возможности доступа к спинразе. Что такое спинраза? Это лекарство, которое останавливает СМА и останавливает мышечная миотрофия. И останавливает процесс гибели мотонейронов, что приводит к угасанию двигательных функций организма. Это безумные деньги, 750 тысяч евро за один депозит на 6 инъекций. И вот они вообще, как она там вдохновляет людей, с какими темпами этот сбор идет, это прям потрясающе. То бок ёсць, ну вось для меня это, напрыклад, навіна, тое, што ёсць лекі ад аміятрафіі, але яны настолькі пакуль што дарагія, што іх ну, Беларусі могуць дазволіць сабе ніхто. Просто дазволіць сабе могуць адзінкі, але яны не хварэюць, хутчэй за ўсё на гэтай цяжкае захворванне. А з тых, хто хварэе, натуральна, ніхто. Здесь я могу добавить, что более чем в 30 странах государство, либо же страховка дает доступ к спинразе ряду пациентов, а в Беларуси нет. И официальная позиция Минздрава, ну, как бы собирайте деньги. Вы можете это за свои... дорого для бесплатной медицины. То есть, и это такой выбор без выбора, что им делать, да? То есть это к твоему одному из первых вопросов, как это повлияет, если сбор плохо пойдет. Ну, вот ребенок умрет, вот так это повлияет, если это СМА первого типа, например. У Веры СМА второго типа. Вот. Не перад эфірам я не задумываўся пра тое, што мы размаўляем пра тое, што калі кампанію, якую вы пачынаеце, скончыцца няўдачай, просто памрэ чалавек. Да, и я знаю, что коллеги с таким сталкивались, и это обычно связано, например, с онкологией и лечением там в Израиле и т.д. и т.п. И там на первичные какие-то этапы собирали, там продавали квартиры и так далее, а потом уже не хватало, и вот что тогда. И, к сожалению, некоторые сборы заканчивались гибелью. То бок людзі не дажывалі да таго, як скончыцца гэты збор сродкаў поспехам ці не поспехам, але... Однозначно. Дар'я, вось ты пералічыла ну, даволі шмат выпадкаў, тебе не пугае бясконцасць гэтай праблемы. То бок, ну, так, ты называеш імёны, прозвішчы, адным ужо дапамаглі, там іншым яшчэ дапамагаюць, але гэта сапраўды невычарпальна абсалютна. І гэтую задачу, ну, гэтай мэты немагчыма дасягнуць. Не пужае? Ну, я на самом деле про это не задумываюсь, потому что если я начну задумываться, то я начну пугаться. Страх — это такой... Ну, он не конструктивен, да. Он не конструктивен абсолютно. То есть поэтому... То есть я это все прекрасно понимаю, я понимаю про системность проблем, не только я, мне вообще не нравится местоимение «я». Мы, нас много очень, то есть я здесь сижу просто потому, что я, наверное, у меня больше немножко социального капитала и немножко больше пользуюсь Фейсбуком, но это большое количество людей, и все они работают на то, чтобы вот как-то вообще помогать другим, собирать другим деньги. И я от себя хотела вообще поблагодарить то огромное количество благодетелей, которые откликаются, и их действительно много. То есть, на самом деле, я очень редко сталкиваюсь вот лично, персонально с отказами. Если кто-то не может помочь деньгами, он помогает или она помогает какими-то другими своими ресурсами, кто-то там экспертизой, кто-то нетворкингом. Ну, то есть это всегда такой очень
очень позитивный опыт, но не ВКонтакте, потому что ВКонтакте, конечно, вот я хотела про это... ВКонтакте это социальная сетка зараз маецца. Да, потому что там как-то очень странно аудитория реагирует, и там очень много блейминга, хейтинга и вообще каких-то совершенно невероятных реакций, поэтому я как-то достаточно далека от этого, хотя у меня есть аккаунт ВКонтакте, и там исключительно для своих каких-то целей. Есть, да. Вот, ну да, там как-то супер стрёмно. Вот. Но, опять же, возвращаясь к благодарности, это прям вау, дякую всем, кто когда-либо откликалась или откликался. Калі рабіць выснову, калі адказваць на пытанне, ці спачуваюць беларусы чужым дыягназам, ну, не гледзячы на тое, што мы дамовіліся не рабіць нейкіх глобальных абобщений, высноваў, абагульненняў. Твой досвед, як я разумею з нашай размовы, адказ так. Збольшага спачуваюць і адмовы. Да, и вот как раз сегодня утром я сидела, и мне пришло сообщение от человека, который написал, что, мол, как распланируем там добрые дела на ближайшее время, ну, это имеется в виду по поводу денег, которым он может поблаготворительствовать в какие-то там инициативы, и это вообще так, типа, вообще очень мотивирует и радует. Цікава, а вось ці можна зрабіць нейкі партрэт ну, вось гэтага дабрачынцы, ахвяравальніка, гэта найперш заможныя людзі ці ўсё ж такі людзі, якія, ну, не ведаю, атрымліваюць невялікі заробак, пенсію, нейкі кавалачак маленькі, адшчыпваюць ад яе для тых, каму, ну, не ведаю, яшчэ горш, да, тут можа быць такая матывацыя. Ці ізноў жа без высноваў і абагульненняў? Ну, однозначно социального портрета нету. Нету точно. Конечно, все очень зависит от суммы, ну, то есть, но социального портрета нету. Это все, мне кажется, очень психологический портрет и скорее репрезентация как бы той личности, которая этим занимается. То бок, калі чалавек унутры добрый? Я не знаю, что такое, ну, типа, это слишком крайность, да, доброта, злость, но я просто, ну, вот что я могу, наверное, точно сказать, что если... ты никак не заставишь его пожертвовать, ты не убедишь, вот если он хочет это сделать и может, ему даже какие-то там особо там, не знаю, счета, фактуры не нужны, да, но при этом никакая вот эта вот transparency, которая уже, вот, ну, немножко уже транспарентность, прозрачность, да, что типа мошенничество и так далее, уже немножко, ну, набила такую оскомину, она не работает в тех кейсах, когда человек просто не хочет этим заниматься и так далее. То есть ты этим не убедишь. Увогуле немагчыма пераканаць, ахвяраваць чалавек, ці гатовы? Да, вот, ну, мне так кажется. То есть это то, с чем я сталкивалась. Опять же, не монополизирую этот опыт, у всех разная экспертиза, и все вы классные с другим опытом. Что ж, Дар'я, жадаю удачы табе, і паколькі мы дамовіліся, што я ў гэтай размове дрэннае слова тым, хто побач з табой працуе на карысць людзей, збор сродкаў для якіх неўдалы збор сродкаў, для якіх можа скончыцца тым, што дапамагчы гэтым людзям ужо не атрымаецца ніколі. Я так кажу, каб падкрэсліць важнасць талакі, важнасць справы, якой ты займаешься, і важнасць талаковага эфіру на Еўрарадыё, якім мы, ну, таксама, спадзяюся, дапамагаем. Дзякуй вялікі. Все, вам дзякуй, всем пока. Да пабачэння. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.